На База ТВ «Время новостей», в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Возрождение традиционной абхазской демократии. Это тема собрания, которое состоялось 19 декабря в правительстве страны. Абхазская диаспора. Инструментально-танцевальные наигрыши. Презентация книги доктора филологических наук, академика Оман Дежин Али Чурей. Воспевая Абхазию. Выставка живописи Натальи Глущенко «Праздник цвета» открылась в Сухуми. Начнем с информации по расследованию трагедии в парламенте Абхазии 19 декабря, в результате которой погиб депутат Вахтанг Гуланзе, а парламентарий Кан Кварче получил огнестрельное ранение. 20 декабря ИО генерального прокурора Дамир Квициния направил в Верховный суд Республики представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Адгура Харазия признаков преступлений по статьям убийства общеопасным способом и покушения на убийство общеопасным способом. В этот же день коллегия судей Верховного суда Республики в составе председательствующего Тимура Шония и членов коллегии Лии Адлиеба и Генрига Миссония рассмотрит в закрытом судебном заседании представление ИО генпрокурора Дамира Квициния о даче заключения на наличие в действиях депутата парламента Адгура Харазия признаков преступлений по статьям убийства общеопасным способом и покушения на убийство. Спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти депутата Народного собрания 7-го созыва Вахтанга Гуланзе. В соболезновании, в частности, говорится: депутаты Народного собрания искренне разделяют огромное горе, постигшее семью трагически погибшего 19 декабря депутата Вахтанга Владимировича Гуланзе и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Мы потеряли гражданина и патриота республики, человека с большим сердцем, сильного духом, человека слова и дела. В нашей памяти Вахтанг Владимирович навсегда останется человеком, обладавшим заслуженным авторитетом, неиссякаемой энергией и силой духа и жизнелюбием. Родные Вахтанга Гуланзе потеряли достойного и преданного семьянина. Светлая ему память. Члены Общественной палаты глубоко потрясены трагическими событиями, произошедшими в стенах парламента республики, говорится в заявлении Общественной палаты. Совершенное преступление уже нанесло серьезный урон абхазской государственности, репутации республики и ее институтов. В связи с этим считаем крайне необходимым оставаться в правовом поле. Важно не допустить эскалации конфликта, проявить терпимость, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить еще большей трагедии, дать возможность правоохранительным органам принять меры, предусмотренные законом. Приверженность этому также подтвердил парламент республики, заявив о готовности содействовать правоохранительным органам в осуществлении их полномочий. Отмечается в документе. Общественная палата выражает надежду, что из случившейся трагедии будут сделаны соответствующие выводы не только законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, но и обществом в целом, единой задачей которых является укрепление законности, соблюдение принципа неизбежности наказания. В связи с резонансным преступлением, умышленным убийством депутата Народного собрания Вахтанга Гуланзе и покушением на убийство депутата Кана Кварче, совершенного депутатом Адгуром Харазия, республиканская общественная организация Айтгалара требует от исполняющего обязанности президента Республики Бадры Гунба, руководителей правоохранительного блока Республики принять незамедлительные, решительные меры, направленные на задержание и привлечение к ответственности Харазия Адгура Рафетовича. Бездействие и нерешительность намерены рассматривать как умышленное заволакивание необходимых законных мер, что бесспорно станет еще одним фактором, подрывающим основы абхазской государственности. Вся полнота ответственности в настоящее время целиком и полностью лежит на руководстве и органах исполнительной власти, отмечается в заявлении Айтгалара. Народная партия Абхазии предлагает отложить выборы на 1 календарный год, создать антикризисный орган, который проведет реформы, провести досрочные выборы в парламент. Об этом говорится в заявлении Политсовета партии. Случившееся сегодня еще раз убеждает нас в том, что выборы необходимо перенести. В таких сложнейших социально-экономических условиях и остром политическом кризисе выборы проводить вредно и опасно. НПА ранее уже обращалась к обществу с таким призывом. Мы обращаемся не к политикам, не к потенциальным кандидатам, а к народу Абхазии, к избирателям, отмечается в частности в заявлении Политсовета НПА.
Инцидент в парламенте прокомментировала экс-уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл. Уверена, что этого не произошло бы, если бы депутаты парламента не ходили на службу с пистолетами, пользуясь статусом неприкосновенности. Боюсь, что сегодня немало государственных служащих, которые спокойно ходят на работу с оружием. Это, к сожалению, не вызывает вопросов у тех, кто отвечает за обеспечение безопасности в госучреждениях, в том числе в парламенте. К сожалению, мы наблюдаем, как с каждым днем разлагаются наши государственные институты. Это результат управления страной по понятиям на протяжении десятилетий. Это результат неуважения и нарушения законов высшими должностными лицами на протяжении многих лет. Результат их безнаказанности чиновничьего произвола в стране, отмечается в заявлении экс-омбудсмена. Состояние здоровья депутата парламента Абхазии Кана Кварчи оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава. Пациент переведен в профильное отделение. Вся необходимая медпомощь оказывается в полном объеме. Пациента навестил ИО министра здравоохранения Эдуард Будба. О состоянии здоровья депутата глава ведомства ежедневно докладывает исполняющему обязанности президента республики Бадри Гунба. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева и его президента Абхазии Бадры Гунба. В Южной Осетии с болью в сердце восприняли весть о произошедшем в парламенте Абхазии, сказал Алан Гаглоев. Он просил передать искренние соболезнования семье погибшего депутата Вахтанга Гуладзе. Его президента Абхазии Бадра Гунба поблагодарил юго-осетинского коллегу за слова поддержки. Распоряжение исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Абганба создана Государственная комиссия по организации похорон депутата парламента, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденного медалью за отвагу Гуладзе Вахтанга Владимировича. Печальная весть. 19 декабря после тяжелой болезни на 72-м году жизни скончался депутат Народного собрания парламента Абхазии 4, 5 и 6 созывов, участник Отечественной войны народа Абхазии, член Общественной палаты Абхазии 5 созыва Михаил Петрович Сангулия. Распоряжением ИО премьер-министра Валерия Абганба создана Государственная комиссия по организации похорон общественно-политического деятеля Абхазии, ветерана Отечественной войны, депутата 4-5 созывов, вице-спикера 6 созыва парламента Абхазии Сангулия Михаила Петровича. Спикер Народного собрания парламента республики Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти депутата Народного собрания парламента Абхазии 4, 5 и 6 созывов Михаила Петровича Сангулия. В соболезновании, в частности, говорится: «Ушел из жизни авторитетный политик, щедро наделенный мудростью нашего народа, придававший большое значение искренней дружбе и взаимовыручке, горячо любивший свою родину. Мы будем помнить Михаила Сангулия как опытного и инициативного участника парламентской работы, человека с твердыми убеждениями, умевшего делать ответственный выбор на благо государства, понимать других и в трудную минуту подать руку помощи. Светлая память о Михаиле Сангулия навсегда останется в сердцах его близких, многочисленных друзей, коллег и ветеранов войны, всех, кто его знал и ценил». Продолжаем выпуск. В результате проведенных профилактических мероприятий по борьбе с незаконной добычей криптовалют сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыбскому району выявили и изъяли 8 майнинг-аппаратов. Оборудование было установлено в доме номер 184 по улице Курчатова в поселке Агудзера. Владелец Федоников Виктор Михайлович. Аппараты переданы на склад Госстандарта Абхазии. Возрождение традиционной абхазской демократии. Под таким названием состоялось собрание общественности, инициированное Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Гулия. Ученые и общественные деятели, выступившие на встрече, акцентировали внимание собравшихся на вопросах истории, современности демократического государства, принципах устройства традиционного общества, вызовах сегодняшнего дня. Отметили угрозы национальной безопасности и актуальность возвращения к своим истокам. Защита от угроз национальной безопасности – это обязанность абхазского этноса, а не привилегии. Фундаментальной основой нашего государства является наше общество, части которого традиционно связаны между собой. Связаны настолько сильно, что, несмотря на разногласия, проводят в том числе и коллективные моления.
Это две стойкие общинные связи, родовые и сельские. Надо признать неоспоримый факт, что у нас клановая система общества. Зачастую клановость воспринимается в негативном смысле, когда на этой основе происходит какой-либо отбор и особенно отбор доступа к ресурсам. Но плоха, на наш взгляд, не клановость сама по себе, а доминирование некоторых кланов и применение принципа клановости там, где он совершенно неприемлем. Самоорганизация абхазского общества традиционно основывалась на родовых отношениях на основе ответственности, а не привилегий. А какая цель абхазского народа? Если целью жизни является жизнь, то так жить нельзя. Целью абхазского народа является стремление народа к сохранению и развитию своей этнической идентичности, что включает в себя обеспечение физического существования и демографического роста, сохранение и развитие уникальной культуры, языка, традиций и обычаев, а также достижение политической свободы и возможности для устойчивого социально-экономического развития на своей исторической родине. Соответствует ли модель нашего государственного устройства заявленной цели абхазского народа? Очевидно, что действующая, навязанная модель государства антинародна и привести может только к гибели национальной цели. Наш видеоотчет собрания на тему возрождения традиционной абхазской демократии смотрите в эфире Абаза ТВ в субботу 21 декабря в 21:00. В Абхазском государственном университете состоялась презентация книги доктора филологических наук академика ОМАН Дежен Али Чурей «Абхазская диаспора. Инструментально-танцевальные наигрыши». Подробнее в материале Алисы Адлиба. В стенах Абхазского государственного университета состоялась яркая и значимая в научной среде презентация книги доктора филологических наук академика ОМАН Дежен Али Чурей «Абхазская диаспора. Инструментально-танцевальные наигрыши». Эта работа погружает нас в глубокое исследование культуры абхазо-адыгской диаспоры в Турции, особенно в контексте обрядовой жизни этих народов. Мы узнаем, что многое из того, что исчезло в повседневной жизни абхазов и адыгов, удивительным образом сохранилось именно в диаспоре. Мне, конечно, многие помогли. Это по регионам Турции, Республики Турции, Самсун, Эскишехир, Кахраманмараш, Düzce, Adapazarı, вот в таких регионах собран материал. 60-е и 90-е годы. 33 единицы здесь и абхазские, адыгские мелодии для Амрзакана. Надеюсь, что найдутся те музыканты, исследователи, исполнители на музыке, делают аранжировку. Я думаю, такую интересную композицию получится. Учитывая, сейчас очень мало пишут нотные материалы, и в Турции, и на Северном Кавказе больше, конечно. И в Абхазии, к сожалению, очень мало материалов. Я думаю, это тоже немного поможет нашему народу. На презентации гостей порадовали завораживающим выступлением музыкантов, которые исполнили адыгские и абхазские мелодии на традиционных инструментах. Уникальность книги заключается в собранном материале, который объединяет музыкальную культуру двух братских народов – адыгов и абхазов. Она открывает их обрядовые песни и танцевальную культуру, сохранившуюся среди людей, которые переехали за пределы родных земель. Это настоящая сокровищница знаний о том, как культурные традиции передаются и сохраняются на протяжении времен. دجن كلانيس حوزر جلرك سحر استخدام جلرك ما اختكوريد كلرا خبكس يزمو أو يا أخي خلفلو دارت سكويا خد شكويا خد حسكويا أنا كنت سرقة أبكاركم زيغس شود شو إذا حواجب زيرش سقلات
Работа включает в себя страницы истории вокально-инструментального искусства абхазов, лирические и исторические песни, а также произведения из нарского эпоса, раскрывающие особенности мелодий и традиции исполнения. В книге впервые рассказывается о создании профессионального вокально-инструментального ансамбля «Гунда» и о музыкальной культуре абхазо-адыгской диаспоры в Турции, что делает ее не только ценным источником, но и настоящим культурным открытием. Апсо диаспора инструментант аквашараташаква арнотаква рейзга хан хатин хоги арака арт нырт шашырху епш ин хоги зеге арака ажлар фольклорном зарги ажлар музыка зеге цауп иткыло хазхудзом яшо аха иша дроепш музыка фольклор жлар рашаква рынок дзара рытцара дарадза ичедоу азнейша Здоху усу. Уи знапалака царава рацвигушадзам. И халагалу око подзвуквиджик яшана. Его зидуни запсахге Иван Сафари Пашамба рабхен нергылана. Эта книга адресована не только музыковедам и фольклористам, историкам и филологам, но всем, кто стремится глубже понять и оценить богатую культуру и традиции абхазского народа. Она ждет своих читателей, готовая раскрыть многообразие и глубину абхазо-адыгской культурной идентичности. Алиса Адлиба, Сандро Аблотия, Абаза ТВ. Экономисты АГУ выступили на международной конференции в МГУ. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета, в МГУ имени Ломоносова прошла международная конференция, посвященная 270-летию Московского государственного университета и 75-летию кафедры истории народного хозяйства и экономических учений. С приветственным словом на конференции выступил заведующий кафедрой экономической теории доцент Александр Страничкин. Доклад на тему «Роль Абхазского государственного университета в социально-экономическом развитии Абхазии и практика международного сотрудничества на примере взаимодействия с МГУ и другими вузами-партнерами, подготовленный в соавторстве с Анной Адлейба, представила доцент кафедры экономической теории и старший научный сотрудник отдела науки и аспирантуры АГУ Линда Ампар. Студенты АГУ приняли участие в работе молодежной секции. Также в МГУ состоялась встреча с абхазским землячеством. Выставка живописи Натальи Глущенко «Праздник цвета» открылась в Сухуме в фотостудии агентства «Абхазпресс АРТФ». Выставка организована общественным движением «Русское Содружество Абхазии» при поддержке Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам. Подробности у Марианны Котовой. Последние штрихи, и выставка готова к открытию. Это супруг художницы Натальи Глущенко. Помогает расставить картины для вернисажа. Все они написаны в последние 20 лет, но вот так персонально в Абхазии выставляются впервые. Хотя у себя на родине, в Новосибирске, Наталья выставлялась неоднократно. Художница переехала в Абхазию 26 лет назад в поисках райского уголка. И вот уже четверть века находится под впечатлением красок субтропической страны. Я родилась в Новосибирске и мечтала о каком-то таком райском уголке, чтобы там можно было творить. И вот отец мой переехал сюда, я к нему приехала, и все на своем месте, все происходит вовремя и своим чередом. И здесь, мне кажется, находятся люди, которые влюблены в эту землю, в этих людей, в этот край. И невозможно себе представить, что это плохо. То есть все, та сила, которая нас сюда привела, она дает нам возможность, энергию, радость, чтобы здесь находиться. Абхазия действительно страна души, да, во всем здесь. Для меня, наверное, по-разному для всех людей это, но именно для меня это так. Муж Натальи, Юрий Каханов, переехал в Абхазию в том же 1999 году из Ставропольского края. По его словам, Абхазия действительно оказалась страной души, которая всем и всегда отвечает взаимностью. Русские, славянские населения вообще это не имеет значения, хоть национальность. Вот здесь благостная страна души открыта для всех. Но кто открывает свое сердце взаимностью, отвечает. Поэтому Абхазия души резонирует, у кого душа открыта. И любит Абхазию и принимает ее как своей родиной. Вот так. Выставка «Праздник цвета» не случайно организована именно сейчас. По словам главы Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам Владимира Попова, мероприятие призвано настроить на позитивный лад в эти непростые для Абхазии дни. Русское движение общественное,
Русское Содружество Абхазии, оно решило немножко скрасить предновогодние дни. То есть называется сегодня это праздник ожидания праздника. Цвета осени, цвета лета, они нуждаются, они, как бы сказать, насыщены теплом, и мы нуждаемся в таком тепле. Это сегодня такой день, день тепла. Выставка организована движением «Русское Содружество Абхазии» при поддержке Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам. Как говорит Владимир Попов, русские в Абхазии, особенно те, кто живет здесь не так давно, всегда могут найти поддержку соотечественников, коренных жителей республики. Это движение «Русское Содружество», оно в состоянии такого будущего организации, она при моей организации, это Ассоциация по правовой и социальной помощи соотечественникам. В рамках этого я создаю, людей организую, их собираю, для того, чтобы кто приехал, они были адаптированы к нашей жизни. Кто если находится тут, они по разным группам находятся, чтобы было интереснее жить людям. И потом надо с теми людьми жить, которые являются как бы хозяева страны, я не боюсь этого сказать. Я являюсь тоже родившийся тут. Но мы гостей всегда рады приезду. Но есть же люди, которые на самом деле, они уже организовались тут, живут тут. Их тоже надо им уделять внимание. Что касается тезиса об антироссийских настроениях в Абхазии, то сами русские, живущие в республике, говорят о том, что все это дело рук политиков. Обычные люди мыслят и живут совсем другими проблемами и делами. Например, делают выставки, воспевающие красоту маленькой, но очень живописной страны Абхазии. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. В Абхазии завершился конкурс «Взгляд-2024», организованный представительством Россотрудничества. В этом году он был посвящен 15-летию организации и собрал журналистов, блогеров, фотокорреспондентов и студентов профильных вузов. Победителями в нескольких номинациях стали журналисты «Спутник Абхазии» и Абхазского телевидения. Среди них авторы лучших радио и телевизионных материалов, публикаций в интернете, а также исследований о российско-абхазских связях. Подробности в репортаже Заура Кварча. Конкурс среди журналистов и блогеров «Взгляд-2024» носит имя фотокорреспондента ТАСС, героя Абхазии Андрея Соловьева. В этом году он приурочен к 15-летию представительства Россотрудничества в Абхазии. Еще раз подчеркну, что наш конкурс носит имя фотокорреспондента ТАСС Андрея Борисовича Соловьева, героя Абхазии, подвиг которого не должен быть предан забвению. Пользуясь случаем, хотелось бы в очередной раз поблагодарить представителей национальных СМИ за ощутимую поддержку в освещении мероприятий представительства, в том числе данной акции. Отрадно, что этот ставший уже традиционным конкурс по праву стал значимым событием в медиасообществе Абхазии, открывающим новые таланты и зачастую незаметные, но очень важные грани нашей жизни. Огромное удовлетворение вызывает чувство причастности к творческому процессу, когда, рассматривая конкурсные заявки, мы вновь и вновь можем погрузиться во все разнообразие многочисленных аспектов российско-абхазского взаимодействия, которое, безусловно, будет развиваться и станет еще более многогранным и глубоким. В числе победителей журналисты и блогеры, которые продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и глубокое понимание темы. Среди них представители «Спутника Абхазия» и Абхазского телевидения. Нала Мукба была отмечена за лучший радиоматериал, Сария Кварацхеля за публикации в интернете, а Бадра Кавицба за исследование общих страниц российско-абхазской истории. Гугуца Варданя завоевала сразу 2 награды за лучший телевизионный материал и освещение тематики СВО. Честно говоря, в конкурсе я уже участвовала. Так, позапрошлом году я подавала заявку, заняла призовое место. В этом году я подала сразу 2 заявки на конкурс, отправила 2 репортажа. Конечно, неожиданно было, что сегодня меня 2 раза вызовут награждать. Спасибо Россотрудничеству, спасибо ГТРК за такие возможности, за возможность проявлять себя. Специальный приз от руководителей представительства был вручен Шазине Ханагу. Особое внимание жюри уделило работам, посвященным культурно-гуманитарному сотрудничеству между Россией и Абхазией. В этой номинации победу одержала Алика Трапш. Я освещала событие, которое проходило в посольстве
России в Абхазии. Было награждение семей, которые прожили больше 25 лет вместе. Это были замечательные семьи, и я подумала, что, может, стоит отправить этот репортаж на конкурс, и члены жюри оценили, и я очень благодарна им, конечно же. Самое главное там тема, что семья в жизни каждого человека играет особую, я бы сказала, важную роль. И семейные ценности и традиции, о том, что необходимо их беречь, преувеличивать. В целом об этом репортаж. Конкурс «Взгляд» проходит уже 3-й год подряд, становясь важной площадкой для выявления талантливых журналистов и блогеров. Его главная цель – поддержка медиапроектов, освещающих ключевые темы российско-абхазских отношений. Заур Кварча, Инала Кухава, Абаза ТВ. Многие слова и мысли в проектах и передачах из архива Абаза ТВ и сегодня звучат актуально, заставляя периодически возвращаться к ним. Сергей Бабурин, российский политический и государственный деятель, депутат Государственной Думы 1, 2 и 4 созывов, в нашем проекте «Биографический салон» в 2022 году вспоминал о первом президенте Абхазии Владиславе Арзенба, который вместе со своими соратниками в определенный период истории Абхазии мог противостоять давлению практически всего мира. Величие и Арзенбы, и его соратников в том, что они не побоялись пойти против всего мира, когда все выступили против. И Россия ельцинская выступила против. Я вот живой свидетель, потому что в течение всего 92-го и частично 93-го года Владислав Григорьевич у меня в кабинете в Верховном Совете имел штаб. И мы там вот проводили совещания и проводили какие-то согласования. И, к сожалению, было очевидно, как устанавливается блокада с участием России против Абхазии. Как страшное давление психологическое на него не со стороны Шеварднадзе. Это-то он плевать хотел на то, что будет говорить Грузия, со стороны российских должностных лиц. И нам тяжело было. Мы готовы помогать, но мы же не президент, мы же не правительство России, а там другие директивы. Там действительно в те месяцы во многих министерствах России штатными сотрудниками были работники Центрального разведывательного управления США. Биографический салон с Сергеем Бабуриным из архива Абаза ТВ смотрите в нашем эфире в субботу, 21 декабря в 19:30. Абаза ТВ совместно с медиаканалом «Крылья нации» продолжает показ видеопередачи о женщинах Абхазии. В воскресенье, 22 декабря в 19:30 вы сможете посмотреть второй выпуск с главной героиней Терой Аджба. Это история женщины, прожившей непростую жизнь, но сумевшей сохранить в себе теплоту души. Смеюсь над одной девочкой, которую в Сухуми распределили в Ацах. Ацинская школа есть у нас недалеко от поворота Чандарского. А тебя в Аци направили тебя, ну я смеюсь. Ну вернулись сюда, опять изменения пошли тут внутри у нас, тоже в РАНО и так далее. Меня отправили в Ацах. Над моей подружкой я смеялась, ты попадешь в Ацах, бедная, как ты пропала. А я попала туда. Так уважали в деревне учителей. Тогда я не знаю, что за уважение у нас было. Какие люди тогда были вообще кругом? Люди были тогда очень дружные, очень дружные. Вот началась война. Как вы вот каждый раз, когда сын отсутствовал? Ох, я никогда не думала. Люди же мечтают, люди же умеют мечтать о хорошем только. А мне это не бывало. Правда ли, что вот есть такая поговорка, каждая выпущенная пуля на войне попадает в сердце матери? Мое сердце, не знаю, оно каменное. У вас были хорошие отношения с невесткой? Прекрасные. Ее родителям говорю, я вас прошу, я говорю, выдайте замуж, за кого она хочет. Я очень хочу, чтобы она имела друга. Бог, если есть на свете, если такое дал, он знает, наверное, как спасти тоже. Не знаю, как помогать. Люди и даты
Народная артистка Абхазии, исполнительница множества ролей в кино и театре, художественный руководитель Государственного молодежного театра Софа Агума 20 декабря отмечает юбилей. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба поздравил народную артистку Абхазии Софу Агума с юбилеем. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Вы посвятили всю свою жизнь национальному театральному искусству. На протяжении многих лет вы играли на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Чанба. Роли, исполнявшиеся вами на долгие годы, останутся в памяти благодарных зрителей. С самого начала театральной карьеры вас сопровождала любовь народа. Вы многое сделали для воспитания талантливой молодежи и сегодня продолжаете наблюдать за ней, прививать ей любовь к сцене». Конец цитаты. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире проект «Салон Витраж» из архива Абаза ТВ с участием Софы Агума. 22 декабря свой юбилей празднует народная артистка Абхазии, признанная королева абхазского танца Майя Гирсмава. В воскресенье 22 декабря в эфире Абаза ТВ смотрите повтор юбилейного концерта Майи Гирсмава и интервью из архива нашего канала. В зале гостиничного комплекса «Интерсухум» прошла уже традиционная новогодняя ярмарка местных производителей, организатором которой 4-й год выступает Торгово-промышленная палата Абхазии. В этом году событие собрало 77 участников, побеседовала с местными предпринимателями Анастасия Никонова. Четыре года Торгово-промышленная палата Абхазии в преддверии Нового года организовывает масштабное мероприятие – новогоднюю ярмарку местных производителей. Эта площадка – отличная возможность поддержать малый и средний бизнес, а жителям страны закупиться к Новому году подарками в стиле хендмейд. Хочется отметить, что сами участники подошли к этому мероприятию креативно, с большим интересом. И я могу с уверенностью сказать, что ярмарка с каждым годом вызывает большой интерес. В этом году в адрес Торгово-промышленной палаты поступило 77 заявок, которые были рассмотрены и одобрены. И я считаю, что такие мероприятия, как ярмарки, выставки, это не просто массовые мероприятия, которые проводятся во многих городах и столицах в разных странах. И очень отрадно, что в Республике Абхазия с каждым годом таких мероприятий становится больше. Это прежде всего двигатели развития туристической отрасли. Тем более, что мы себя популяризируем туристической страной и хотим, чтобы Республику Абхазия посещали не только в летний период, но и круглый год. Это прежде всего развитие массовых коммуникаций, малого бизнеса, и это очень важно. Для торгово-промышленной палаты очень важно поддержать не только уже зарекомендовавших известных производителей, но и ремесленников, начинающих, отечественных мастеров, которые нуждаются, особенно молодые, начинающие в рекламе. И поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы, и нам очень приятно, что после участия в мероприятиях, которые проводит Торгово-промышленная палата, участники всегда сообщают о том, что их клиентская база увеличивается. Ребекка Высоцкая приехала на ярмарку из села Дурипш. Бренд ее под названием «Фавен» – «Свободный дух гор» уже известен жителям республики. Свечи, косметику и керамику, которые Ребекка делает своими руками, быстро разбирают. Секрет успеха отмечает девушка в натуральном составе и любви к своему делу. И специально к ярмарке, организованной ТПП, она создала новый продукт. У нас и свечи, и керамика в этом году представлена нашими руками, сделана полностью от нуля. Корзины, натуральное ремесленное мыло, уходовая косметика. Очень-очень разный ассортимент. Стараемся порадовать людей и что-то делать именно, вот, чтобы они вдохновлялись. И полезно было, и красиво, и приятно. Десятилетняя Дана Кварчия и ее подруги также участницы новогодней ярмарки. Связала их в прямом и переносном смысле общее дело – рукоделие, а именно секция вязания. Надо выбрать сначала какую ткань, специально подобрать, и крючок. Крючки разные, они по толщине. Вяжется она, сначала мы берем пару петелек, пару ниток и между собой их соединяем
И вот так вот каждый раз дорастается ряд. У каждого свои работы, у каждого свое вдохновение, всем все нравится. Приобрести на новогодней ярмарке можно было игрушки, венки, одежду, украшения, открытки, цветы и, конечно, традиционные национальные угощения. У стенда Мадины Ашуба было многолюдно. Все хотели попробовать и приобрести аджинджухы пастилу из инжира. Ее производство не раз было отмечено как в республике, так и за ее пределами. Ярмарка кухала, чимчирома, гагрома, пицундома, да сапхера, сыртут схала сырхой. Абснын тыцгехан, цыпхмартазын, торгово-промышленная палата Арлахцала, дара хджаба патуа курцит, хадья халшузала хахамигти. И табу бхарат сода ближе чизгава торгово-промышленная палата, а бас нас хджаба патуа курцан, а бас Президент ТПП Тамила Мирцхулава рассказала, что участников ярмарки ждет не только приятная атмосфера общения и знакомства, но и ряд сюрпризов. И мы решили разыграть подарочные сертификаты среди участников. У обладателей будет возможность сделать небольшие, но приятные покупки в очень известных магазинах нашей столицы и воспользоваться услугами одного из фешенебельных салонов красоты. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей и гостей нашей столицы, Республики Абхазия, с наступающими новогодними праздниками, пожелать всем крепкого здоровья, мира, процветания. Пусть в каждой семье царит тепло, уют и любовь. По итогам лотереи ТПП 3 участницы ярмарки выиграли призы. Милане Сангуля достался сертификат в магазин подарков и текстиля «Вера Хом». Сантана Отурба получила сертификат в салон красоты New Fantasy, а Стелла Чепурная стала обладателем сертификата в магазин товаров для дома «Чакра». Анастасия Никонова, Торник Амичбан, Абазаговая. В пресс-центре «Спутник Абхазии» 20 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная новогоднему фестивалю «Мандарин». Директор фестиваля Светлана Габуния рассказала, что идея проведения мероприятия возникла на курсе по бизнесу, который она ведет. Подготовка к фестивалю заняла более 10 месяцев. Он будет проходить с 3 по 6 января 2025 года, охватывая территорию от города Гагра до Сухума. Основной площадкой станет этнографический парк Абхазии, где каждый желающий сможет посетить около 20 мероприятий. Организатор фестиваля Сария Аргун планирует установить мировой рекорд, создав самую высокую елку из мандаринов высотой около 5 метров. Подробности в нашем эфире в понедельник, 23 декабря. Открытие главной елки страны в Сухуме перенесено в связи с трагическими событиями в парламенте Абхазии. Об этом глава администрации Сухума Беслан Эшба объявил на совещании в администрации столицы. Открытие главной елки планировалось 20 декабря. Уважаемые коллеги, сегодняшнее наше совещание посвящено, во-первых, тому, что произошло чрезвычайное происшествие в городе Сухум. Погиб один из депутатов, наш коллег, депутатов Народного собрания, Вахтанг Гуландзе. Другой депутат Кан Валерьевич Кварча ранен. В связи с этим, учитывая, что у нас открытие елки планировалось 20 числа, предлагаю обсудить и назначить другую дату. С учетом произошедшего, конечно, считаю невозможным проводить открытие елки буквально завтра. Да, это будет с нашей стороны неверно. По отношению к памяти того, кто трагически погиб в результате чрезвычайного происшествия. У нас с вами есть понимание, что можем открыть елку 25 декабря. Тогда прошу вас, привести в соответствие все планы мероприятий. Завтра, чтобы вышло распоряжение, уже с учетом открытия елки 25 декабря. И тот план мероприятий, который представило Управление культуры, Управление образования, наше Управление молодежи и спорта. Мы все понимаем всю трагичность событий, но и в тот же момент понимаем, что все-таки детям, в первую очередь детям, надо организовать новогодний праздник. Более 3000 тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщила МЧС России. В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости. На месте работает около 6000 спасателей, волонтеров, более 250 единиц техники. С начала работ всего очищено 19 600 километров береговой линии, спасено 176 птиц. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение 2
танкера, перевозивший около 9200 тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесла на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера. Сейчас о погоде. В выходные дни 21 и 22 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье с полудня дождь разной интенсивности, гроза в горах, дождь со снегом. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 12 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.